Проголосовав за повестку дня заседания, члены правительства перешли к рассмотрению вопросов. Министр экономики Атгур Ардзинба предложил коллегам утвердить положение о порядке лицензирования деятельности с драгоценными металлами и камнями. Под деятельностью с драгоценными металлами и камнями понимается использование в производстве драгоценных металлов и камней, обработка драгоценных камней, изготовление изделий из драгоценных металлов и камней, ремонт, оптовая продажа, розничная торговля изделий из драгоценных камней и металлов. В данном положении определены лицензионные требования и условия при осуществлении деятельности с драгоценными металлами и камнями, необходимые нормы по оборудованию и безопасности с точки зрения технических и экологических норм. Министры проголосовали также за два других положения – о порядке лицензирования деятельности по розничной торговле алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями и о лицензировании частной ветеринарной деятельности. Включает в себя частная ветеринарная деятельность. Следующие направления – это ветеринарные, лечебно-профилактические, лабораторно-диагностические работы, с одной стороны, и производство, изготовление, реализация препаратов ветеринарного назначения, в том числе средств для ветеринарных целей, кормовых добавок, биологических препаратов, атрибутов зооветеринарного назначения. Члены правительства признали утратившими силу постановления о лицензировании ряда видов деятельности по оказанию юридических услуг, риэлторской деятельности, так как по новому закону они не подлежат лицензированию в Минюсте. Проголосовав за положение об осуществлении государственного энергетического надзора, предложенное председателем Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору Эриком Рштуни, следующим же своим решением министры ввели в состав энергетической комиссии правительства вице-премьера Беслана Эшба. Он будет курировать энергетическую отрасль, а также председательствовать в комиссии. Энергетическая комиссия является действенным инструментом, который такого межведомственного регулирования содействует деятельности в сфере энергетики. Эффективность комиссия свою за время деятельности показала. Это очень действенный и нужный инструмент, который помогает оперативно решать много вопросов в сфере энергетики. И поэтому скорейшее возобновление его деятельности очень важное значение имеет. Эта сфера, топливно-энергетический комплекс, будет курировать Беслан Федорович Эшба, и поэтому было логично, чтобы в энергетическую комиссию возглавил именно он. Правительство разрешило передать часть жилого городка Ачимчирского морского порта в собственность администрации Ачимчирского района. По исполнению распоряжения президента Республики Абхазия от 12 ноября 2015 года и в соответствии с постановлением Кабинета министров от 16.10.2009 года о порядке реализации обмена передачи в списание государственного имущества и в целях более полного и эффективного использования госимущества изъять из хозяйственного ведения госкомпании «Абхазское морское пароходство» часть жилого городка Ачимчирского морпорта и передать в собственность администрации Ачимчирского района. В связи с этим постановлением вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кубахи напомнил и о проблеме ведомственных домов в Сухуме, которой он занимался в бытность депутатом Народного собрания. По его мнению, в статусе муниципальной собственности бытовое обслуживание жилых многоквартирных домов будет лучше, чем будучи в ведении убыточных хозяйствующих субъектов, таких как управление железной дороги, к примеру. Глава правительства согласился с этим утверждением и заметил, что по этому вопросу уже есть обращение администрации столицы. Обращения, где были замечания, связанные с тем, что жильцы, по привычке обращаются в администрацию, а практически это все не находится на балансе, и некоторыми группами, причем в балансе висят эти дома и квартиры, не проводят необходимых мер по благоустройству, по чистке, по уборке мусора, всех текущих. Да, где-то есть объективно, где-то субъективно, будем разбираться, и, конечно же, все должно быть правильно инициировано. Вот как сегодня мы принимаем это постановление, в случае необходимости по такому пути пойдем и по другим направлениям. Главное должно быть забота наших жителей во всех этих вопросах, а не каких-то ведомственных интересов. Вот это я вам ответственно заявляю. Решением правительства фирме «Фруктис» предоставлено право пользования участками недр в селе Маркула Ачимчирского района для добычи термальных подземных вод. Речь идет о строительстве там нового тепличного комплекса. Объем инвестиций составит порядка 2 миллионов евро. Данная компания уже реализовала успешный проект в селе Гындых Ачимчирского района. Речь идет о строительстве нового объекта. Объем инвестиций составит, по нашей информации, более 2 миллионов евро.
будет создано до 50 рабочих мест. Значит, разовый платеж за пользование недрами составит 250 тысяч рублей. Регулярные платежи в год составят 300 тысяч рублей. Остальные налоги и платежи будут составлять около 2 миллионов рублей в год. Учитывая положительный опыт данной компании, у нас есть все основания полагать, что данный проект состоится успешно. Более того, они являются уже не один с лишним год, значит, участником внешнеэкономической деятельности, что и дает возможность зарабатывать и транспортным компаниям, и целая инфраструктура работает. Поэтому это 50 новых рабочих мест. И объем инвестиций 2 с лишним миллиона евро. Министры проголосовали также за продление еще на 10 лет права пользования участками недр в Сухумском районе фирме «Ресурс Юг», выпускающей питьевую воду под маркой «Гумиста». Премьер-министр Беслан Барцыц заявил о поддержке уже зарекомендовавших себя компаний в расширении производственных мощностей, так как это принесет существенную прибыль в казну государства и позволит увеличить количество рабочих мест. Амра Амичба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.